Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайди Расулиллах, ва аля алихи ва асхаби аджмаин, амма ба'д. Уважаемые присутствующие, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Конечно, здесь очень приятно находиться. Здесь есть те, которые написали целые книги про Зайнулла Шарифа Куддис-Сирруху. Отдельная благодарность вам за то, что сохранили память о таком шейхе Зайнулла Шарифе. Конечно, много чего было сказано. Я несколько заметок для себя сделал, и в ходе конференции тоже здесь выступающий говорил, суфи, там какой говорит, они должны как дервиши, как дома сидеть, поклоняться или зарабатывать. Несколько отойду в сторону. Хасан Афанди Куддис-Сирруху в книге Талхисул Маариф целый раздел пишет о том, что мы должны как поиск дозволенного талабуль халяль. Каждый, тот, кто поклоняется, работает в сфере ислама, у него должен был это заработок халяльный. Также здесь говорили на другие языки, переводится ли в ассаламе. Просто сам как раз недавно читал про сына Зайнулла Шарифа Куддис-Сирруху, про Абдурахмана, про него как раз читал, последние номера газеты «Ассалам» на русском было написано тоже. Что хочется сказать, когда мы хотим, конечно, каждый хочет, чтобы его национальности был, к примеру, какой-то шейх, но мы должны одно понимать, что религия ислам, она никогда именно в одном регионе, одной стране, она так не строится, религия ислам. Религия ислам это когда каждый в каком-то регионе, они нуждаются, что-то у них не хватает в плане религии, в плане знаниях, они нуждаются в другом. Например, в каком-то регионе может быть хорошее чтение Корана, иджазы у них могут быть, а в другом регионе этого не бывает. Значит, этот регион нуждается. Также какой-то регион нуждается в тасауфе. В одном регионе может быть тасауф, а в другом в данный момент этого не может быть. Из-за этого у нас религия такая, что сами собой мы не обходимся, мы нуждаемся в других. Ислам это религия, она очень просторная. Что хочется сказать также про Сайфулла Кади Куддис-Сирруху. У Зайнулла Шарифа в медресе Расулия обучались, как мы знаем, башкирии, татары, киргизы с Казахстана, с Дагестана. И одним из них тоже был Сайфулла Кади Куддис-Сирруху. Сам Сайфулла Кади до еще встречи Зайнулла Шарифа, он встретился с Мухаммад Закир Аль-Чистави Куддис-Сирруху, который Чистополе. Он с ним встретился, и там, как я читал в книгах, 1500 муридов было у Мухаммада Закир Аль-Чистави. Он именно почетное место дал Сайфулла Кади. И когда он уходил, его мать болела, в Дагестан он отправлялся, Сайфулла Кади. Он сказал ему, мы еще встретимся. Тогда Мухаммад Закир Аль-Чистави улыбнулся и говорит, мы, скорее всего, больше уже мы не встретимся. Да, мы, скорее всего, не встретимся, говорит Мухаммад Закир Аль-Чистави. И когда он был в Дагестане, услышал новость, что умер его шейх Мухаммад Закир Аль-Чистави. И тогда Сайфулла Кади Куддис-Сирруху искал себе шейха. Он был в Сирии, он был в Египте, в Мекке, Медине, но не нашел он себе шейха истинного, который в тасауфе. Тогда, говорит, он нашел его именно в Троицке, Зайнулла Шарифа Куддис-Сирруху. И также, когда он вступил под его опеку, он ему дал иджаза на наставничество и также одел на него халат. Не сам одел, говорит, потому что он был болен, Зайнулла Шарифа, он попросил Мурада Рамзи, который историк, и он собственноручно надел халат на Сайфулла Кади. И тогда это Хасан Афанди далее пишет это в книгах. Есть арабские книги Хасан Афанди, Талхисул Маариф, Буруджуль Муша и другие книги. Он там дальше пишет, что это халат передавался уже и Хасану Афанди. И так она дошла до Саида Афанди Куддис-Сирруху и далее до Ахмада Афанди. Также, как мы здесь говорили, в Дагестане есть мечеть, именно названа, очень большая мечеть, названа имени шейха Зайнулла Шарифа. Это собрание, эта конференция, конечно, очень благодарен организаторам, тем присутствующим, потому что все те, кто здесь присутствует, у них есть уважение, у них есть любовь к этому человеку. Также говорится, когда говорят о хороших людях, о праведниках, в этой местности не спосылается баракат, милость Всевышнего Аллаха в этой местности не спосылается.
Также здесь вот не вижу уместным спорить, например, там, кому было. Такой хадис из посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Лейса л-хабару каль-муайяна». То, что рассказывает, это не то, что мы видим. Сегодня факт, не потому что сам из Дагестана говорю, потому что это факт и халат преемственности, она находится сегодня у муфтия Дагестана Ахмад Хаджи Абдуллаева Кудиса Сируху. И также в конце, вот борьба, она у нас бывает, борьба со своими низменными качествами, своим навсом, и бывает явная джихад его называют. Ну, это джихад, который с врагами, это малый джихад, а большой джихад, это против своих низменных качеств бороться. Работа против своего эго, это является большим джихадом. Низам аль-Мульк, сейчас чуть в сторону отойду от маленького в конце истории, Низам аль-Мульк, который во время Аль-Арслана, во время Малик Шаха, который жил, он был визирем, он говорит, строил медресе, и именно большие расходы делал тем, кто поклоняется, делают ибадат, в медресе учатся. И пожаловались Малик Шаху и говорят, почему, говорит, этот Низам аль-Мульк, он говорит, много тратит, говорит, на этих, кто делает ибадат, поклоняется, но этим воинам, говорит, которые своей жизнью рискуют, он говорит, особо, деньги мало туда тратит. Тогда Низам аль-Мульк отвечает, твои воины, говорит, самый твой сильный воин, он говорит этому, султану, самый твой сильный воин, он может ударить, например, мечом, 1,5 метра его достигает, говорит, его меч. Или же если самый сильный стрелок, там, 300 метров дойдет его эта стрела. А что касается этих набожных, которые ночью поклоняются, делают ибадат, просят Всевышнего Аллаха, делают дуа, их стрелы, говорят, они пронзают, говорят, 7 небес, арш, и доходят, говорят, до Всевышнего Аллаха. И посредством них, говорит, твои воины тоже, говорят, могут сражаться. Посредством таких людей, которые делают ибадат, поклоняются, делают дуа, посредством них, говорят, держится твое войско тоже. Пусть Всевышний Аллах не лишает нас баракати, благодати этих великих людей, такие как Зайнулла Шарифи Кудиса Сируху. Барак Аллаху, алхамдулиллах.